Встречу по традиции начали с молитвы. В зале больше 1000 имамов. В президиуме вице-премьер России Марат Хуснуллин, рейс республики Рустам Минниханов и духовные лидеры. В приветственном выступлении Марат Хуснуллин подчеркнул, Владимир Путин неоднократно отмечал неоценимый вклад мусульман в укрепление межнационального и межрелигиозного диалога, сплоченность страны и сохранение культурного многообразия. Наши религиозные деятели и учителя прививают подрастающему поколению высокие нравственные качества, любовь к родине и готовность трудиться на ее благо. Одновременно религия ислам помогает мусульманам из разных стран социализироваться в российском обществе. Рустам Минниханов отметил, Россия ведет большую работу с исламским миром и активно сотрудничает. В непростое время мусульманские партнеры не отвернулись от нашей страны и заинтересованы во всестороннем развитии. Татарские религиозные деятели сегодня – опора республики. Татарстанда 30% гына татар яши калганнар, Россия өлкәннәрендә, чит илләрдә һәм менә шушындай форманы табып, сезнең белән ел саен очрашып, изге Болгар җирлегенә бергә барып, бу эшләр менә шундый зур файдалар бирә. Форум позволяет обсудить развитие религии в современной России и не только. Сегодня говорили об объединении татар со всей страны. Совместными усилиями в этом году помогают пострадавшим от наводнения в Оренбургской, Тюменской, Курганской и Омской областях. Всемирный конгресс татар не остался в стороне от беды. Мы направляем в зону паводков гуманитарную помощь. Будем приглашать детей в наши оздоровительные лагеря. К этой благородной миссии подключились татары из многих регионов. Сегодня приоритетные задачи – сохранение татарского языка, национальной культуры и традиций, развитие религиозного образования. Эти вопросы поднимают и духовные лидеры страны. 2024 год мы объявили годом мусульманской семьи. Сохранить верность семейным ценностям – важная задача. Если утратим семейные ценности, исчезнут и наш язык, и наши традиции. Воспитание подрастающего поколения – наша главная задача. Нам нужно развивать практику полилингвальных школ с изучением родового языка в регионах. Считаем важным организовывать в мечетях курсы татарского языка. Татарский язык преподаем с 1998 года в Пермском мусульманском колледже, говорит Артур Хазрат Габдулин. За эти годы религиозное образование получили больше 500 имамов. Раньше обучали только заочно, теперь и очно. 2022 года мы получили лицензию. Сейчас у нас в колледже обучаются как молодые, так и взрослые. На очном отделении у нас 13 человек. На заочном отделении у нас там больше людей. Также у нас выездные курсы есть, выездные, как семинары проводим по Пермскому краю. При этом в мечетях по-прежнему не хватает имамов. Есть и дефицит хафизов. Тех, кто знает Коран наизусть, мало и каллиграфов, говорит муфти Татарстана. Камиль Хазрат особое внимание уделил халяль-индустрии. Исламский банкинг развивается, поэтому эта сфера требует квалифицированных кадров. В Татарстане сейчас работает 11 исламских финансовых организаций, создано 14 продуктов. Это ипотека, банковская карта, халяльные инвестиции, но надо контролировать их реализацию. Если исламские продукты начнут выпускать и продавать без контроля, не будет доверия. Дулат Хазрат Сагитов из Омской области приехал на форум для сотрудничества по исламским финансам. У них работает 2 филиала Татарстанского банка. Хочет, чтобы в регионе открыли офисы для мусульман. У нас братья есть, которые ипотеку полностью категорически отказывают от ипотеки, от кредитов. И с годами уже кто-то 10 лет, кто-то 15 лет снимает жилье. Своего жилья нет. И в ипотеку не берут. Поэтому ждут, когда будет исламский банкинг. И таких людей много. Вот я сегодня привез прям где-то 60 потенциальных клиентов. После пленарного заседания делегаты разъехались по дискуссионным площадкам. В Академии наук прошли чтение имени Шагабуддина Марджани. Здесь обсудили богатое наследие татарского богослова и просветителя. Как отметили, его идеи сыграли важную роль в развитии татарского сообщества. И сейчас каждый находит в его трудах ответы на вызовы времени. Завтра участники форума посетят ИСГ Булгаржина. Вероника Гайнуддинова, Адель Мендубаев, Рамзиль Гарипов, ТНВ, Казань.